Социолог сделала вывод о событиях во Владикавказе. Ставка на начальство оказалась неверной. Руководитель Центра социального анализа ИГСО Анна Очкина прокомментировала происходящее на Северном Кавказе и сообщила, что ответственность за вспышку народного возмущения во Владикавказе несут не только региональные, но и федеральные власти. Как заявила социолог-корреспонденту, чиновники пытались игнорировать народные настроения и в результате получили проблемы. По мнению эксперта, при введении ограничительных карантинных мер не был учтен один важнейший фактор – менталитет жителей Северного Кавказа. Федеральный центр на протяжении долгого времени поощрял клановое разделение на территории региона, но сейчас пришло время пожинать плоды, власти к этому готовы не были. Кавказ плохо реагирует на внешние стимулы, на федеральные решения. Если вы чего-то хотите добиться, то надо идти через родственные кланы, через уважаемых людей. Прямиком там ничего не сделаешь, сказала Анна Очкина. Социолог предполагает, что, как это происходит в большинстве стран, власти оказались недостаточно близки к народу и упустили тот момент, когда оторвались. Региональная власть у нас всегда находится между двух огней, поскольку она больше боится федерального центра, то всегда недооценивает тот огонь, который идет со стороны населения. Серьезные проблемы начинаются, когда начальство больше боится вышестоящего начальства, чем народа. У нас это сплошь и рядом, и периодически эта ставка только на начальство оказывается неверной. Ты получаешь и от своего подведомственного населения, и в итоге получаешь из-за этого и от федеральных властей. Это типичная ошибка, но ее делают постоянно, подчеркнула Анна Очкина. Тем временем в Москве также дали комментарии по поводу ситуации во Владикавказе. Председатель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что акция протеста во Владикавказе была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, поскольку люди не соблюдали никаких социальных дистанций. В любом случае, эта акция была незаконной, это раз. А главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения, заявил он. В то же время пресс-секретарь отметил, что очень важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди. Песков сообщил, что не может давать оценку протестам, однако созданная инициативная группа сможет довести свои проблемы до сведения руководства, и это можно сделать спокойно в рамках диалога. По словам Пескова, Кремль наблюдает за социально-экономическим положением в регионах. Также депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев после прошедшего в городе митинга записал видеообращение к жителям Северной Осетии, в котором он попросил их соблюдать режим самоизоляции.